В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. К 2024 году Якутия должна занять лидирующие позиции среди субъектов России по цифровому развитию. Количество предприятий, занимающихся осуществлением технологических инноваций в сравнении с 2017 годом к 2024 году должно увеличиться в 2 раза, а количество привлекаемых инвестиций в этот сектор должно увеличиться до 1 миллиарда рублей в год. Такие задачи поставлены в новом указе главы Якутии, который был подписан накануне. И для того, чтобы обсудить этот документ, что потребуется для его реализации, какие существующие проблемы для этого необходимо решить, мы обсудим с экспертом. У нас в гостях директор малого инновационного предприятия «Автономные технологии» Николай Потапов. Николай Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, для вас, как человека, занимающегося инновациями, было ли ожидаемо, что такой указ появится? Честно сказать, это было очень приятно услышать о таком указе. И мы сейчас живем в эпоху цифровизации, и когда государство поддерживает стартапы, поддерживает цифровые компании, поддерживает малые инновационные предприятия, мы, собственно говоря, на ком это будет все это проводиться, мы не можем никак не отреагировать как положительным откликом. Вообще, в целом, малые инновационные предприятия, они чем сейчас, вообще в целом, IT-отрасль, да, о чем пойдет речь, там идет разделение на компании, которые занимаются цифровыми технологиями, то есть те, кто смарт-технологии, те, кто занимается роботизацией, те, которые занимаются большими числами. Но иногда забывают про компании, которые делают в целом вообще изобретения, которые могут не идти в сторону IT-цифровых, то есть информационных технологий. Они могут быть изобретения, которые помогают улучшать образ жизни, вообще состояние жизни человека. Ну, то есть робототехника тоже туда входит в той или иной степени. А сколько сейчас в республике компаний, которые занимаются технологическими инновациями, и почему их число через 7 лет должно именно удвоиться? То есть что произойдет тогда? Ну, сам я являюсь резидентом технопарка Якутия и Арктического инновационного центра, и в целом в данном пуле больше 100 компаний, и они занимаются вот в этой среде. Почему число должно быть увеличено? Эти компании, цифровые IT, они способны делать экспорт, то есть экспортно-ориентированный продукт. Например, тот продукт, который я сейчас делаю, это робот-ведроид, робот, который моет полы. Он сейчас стал интересен компаниям из Татарстана и компаниям из Казахстана. Дело дошло до того, что представители из Институтов развития Республики Казахстан пригласили нашу компанию и ряд нескольких наших молодых инновационных компаний в себе в Институт развития Техгардан. И благодаря этому способствует развитию нашей якутской IT-отрасли в мир. По сути, если компании, которые будут заниматься привлечением инвестиций со стороны не только бюджета России или же там частных инвесторов из России, а частных инвесторов из мира, из других стран, то это будет только способствовать развитию IT-отрасли. Ну, вот говоря про инвестиции, которые должны будут привлекаться, их количество должно увеличиться до 1 миллиарда рублей в год. То есть кто должен выступить в качестве инвесторов для этих компаний, инновационных предприятий? Это либо государство, либо частные инвесторы. Откуда вообще привлекать их? Вообще существует на территории Якутии несколько институтов развития, таких как венчурная компания Якутия, таких как Технопарк Якутия, как Арктический инновационный центр, Агентство инвестиционного развития. И вот эти институты развития, они помогают находить эти самые источники инвестиций. Инвестиции могут быть как и финансовые потоки, также могут быть и материальные потоки, даже может быть менторская поддержка, это уже является инвестицией. Например, честно сказать, в нашу компанию было очень много вложено не материальных средств. У нас просто люди поверили, посмеялись и поверили. И у нас начинает получаться. То есть, в принципе, механизмы привлечения так или иначе существуют? Механизмы привлечения существуют. Надо больше уделять внимание именно изучению последних новостей, связанных с IT-отраслью. Смотреть институты развития, заявки, которые подаются, гранты, которые осуществляются. Следить за трендами в том числе. Следить за трендами, да. А вот как считаете, население у нас готово ли к такому цифровому прорыву? Знаете, наше население, оно уже участвует в этом прорыве. Есть у нас компании, которые уже вышли в мировой оборот. Есть компании, которые только-только выходят. А есть компании, которые еще не уверены в себе. Им нужен показатель, успешный показатель уже состоявшихся фирм. Или же
хотя бы, ну, поддержка от дома, как говорится, дома и стены помогают. Если, точнее, когда наша республика уже помогать начинает, это дает большое доверие у народа, даже не то, что у народа, а у ребят, которые занимаются IT-отраслью. Как правило, это молодые люди, начиная вот со студенческого возраста вот, до 40 лет. То есть такая моральная поддержка получается в том числе. Моральная поддержка. Если она еще подкреплена материальной поддержкой, то это вдвойне сильнее. Ну вот мы говорим, что у нас есть, да, механизмы привлечения инвестиций, да, подписан указ, но в любом случае всегда какие-то трудности существуют в плане вот этого прорыва, да, вот движения в этом направлении. Какие сегодня есть трудности, как их можно преодолеть? Ну, самая большая трудность это у компании, это уметь писать. То есть то, что в голове идея есть, ее материализовать в виде бумаги, в виде документа, который будет являться твоим, грубо говоря, стартапом, твоим бизнес-планом, твоим расчетом. А даже если идеи нету, что поделаешь, ну, есть желание создавать, созидать, то эти идеи можно в открытом доступе найти, даже просто пообщаясь с людьми, посмотреть, где как улучшить жизнь человека. И когда ты начинаешь эти мысли материализовывать, тебя само начинают поддерживать. Начните с них себя. Ну, вот на примере вашей компании, да, вот моющие пылесосы, да, какой-то вот уже есть какой-то успех определенный. И что можете посоветовать, наверное, начинающим разработчикам, да, изобретателям, создателям и так далее, предпринимателям в этой сфере? То есть с чего начать, на что особо обратить внимание стоит? Как правильно свои мысли вот на бумагу переложить в том числе? Никто обычно об этом, мало кто говорит, но, как правило, созидатели, они состоят из двух частей. Ребята, которые делают техническую сторону, те, которые являются носителями вот этих всех вот технологических новшеств, те, которые являются, собственно говоря, разработчиками. А есть ребята, которые могут их дополнять, усиливать. Это, так сказать, резонанс. Люди, которые резонаторы, это люди уже, наверное, больше, гуманитарным образованием. Те, которые могут их мысли собрать в бумагу, упаковать и продать. Если у вас есть возможность работать с командой людей, то необходимо находить таких людей, которые будут спикерами от вашей компании, которые будут ходить, выступать, рассказывать, болеть этой идеей. Потому что люди, которые занимаются технической частью, они могут очень углубиться в детали и в целом охватить картину могут с небольшими опозданием. Ну, вот конкретно про ваш вот проект, да, моющего робота, да, ведроида. То есть какой же сейчас успех достигнут? То есть какие-то проблемы у вас вот уже на более таком пройденном этапе небольшом? То есть с какими проблемами вы сталкиваетесь сейчас? Ну, самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, это проблема с программистами. Нужны люди, которые могли бы которые могли бы хорошо писать программный код. К сожалению, такие ребята, они все очень востребованы и на 300% трудоустроены. Их сложно привлечь, поэтому мы вынуждены воспитывать ребят, студентов, выпускников, сами обучать, каким-то образом натаскивать их. И у нас продажи небольшие. У нас контракт на обслуживание университета, одного из объектов, КФЕН. Это сумма небольшая, потому что годовое обслуживание 12 миллионов рублей. А вот если говорить по продажам в мир, то через какое-то время, в течение ближайших 2 недель у нас будет сделка на 1 миллион рублей. Это продажа 2 роботов. А в целом клининговая компания, которая хочет у нас этих роботов купить, она готова купить большее количество роботов, 20, 30, 40 машин, потому что у нее есть задача охватить свой регион. Это Республика Татарстан и Республика Казахстан. 2 компании, которые хотят крупно с нами работать, купить франчайзинг. А вот если говорить про объемы, которые вот вы можете осилить, то есть на сегодняшний день, учитывая там свои какие-то возможности, да, свои средства, ресурсы, то есть какой объем производства таких роботов вы можете осилить? Осилить объем до 10 роботов в месяц. Но это то, что мы делаем отверточной сборкой. Это мы работаем в технопарке Якутия. Это мы Все ручная сборка. Ручная сборка, да. Если государство будет оказывать поддержку, то нам нужна возможность построить завод. То есть масштабировать все бизнес, чтобы могли больше делать, больше продавать, потому что уже отклик появляется, уже такой, как модное слово, фидбэк, обратная связь начинает идти. А для молодых стартапов, понимаете, и у них даже есть проблема предпассивная. То есть идея в голове, мысль в голове, а возможность ее реализовать, она, скажем так, только из интернета поискать какие-то источники дохода, источники финансирования типа гранта.
То, что сейчас вот указ выходит, это огромное подспорье, это сейчас фундаментальный шаг к развитию IT-отрасли. IT-отрасли и идущий за ней всем процессом глобализации. Потому как цифровая эпоха, она уже наступила, она уже идет. Мы сейчас являемся вовлеченными в эти процессы. И молодые люди, которые сейчас получают образование среднее, специальное, высшее, они должны понимать одну простую вещь. Тот диплом, который ты сейчас имеешь на руках, ты должен будешь не просто реализовать себя как специалист, ты должен будешь реализовать себя как инновационный специалист. Мест рабочих будет только больше, понимаете? И чем больше рабочих мест, то тем больше надо себе представлять, как ты себя будешь реализовывать. Вот, говоря вот про образование, да, ну, то есть как бы именно востребованность сейчас программистов, да, создателей программного кода, очень все трудоустроены, большой на них спрос, их в принципе не хватает. То есть в принципе это сейчас будет популярная, востребованная специальность. Буквально в двух словах, что нужно, может быть, в системе образования поменять в этом направлении, да, чтобы готовить больше, наверное, да, специалистов. И какова роль вот в этом всем движении, да, вот в этом всем векторе развития именно цифровизации будет у институтов развития? Так, ну давайте по порядку. Если брать за студентов, то техническое образование не только нужно, достаточно, еще нужно будет гуманитарное образование, уметь правильно подать, уметь грамотно, грубо говоря, грамотно впарить. Если человек не будет обладать знаниями, которые будут разносторонними, и в технической, и технологической, и в гуманитарной. То есть тот же маркетинг, да, нужно обязательно. знать. Без маркетинга никак вообще не получается, потому что если ты не будешь знать, как ты продашь свой продукт, ты не сможешь реализовать. То есть нужны кейсы для образовательных программ, которые будут либо как факультативы, либо как курсы, которые будут учить ребят продавать технологии. То есть какие-то доп. Эти. А вот по поводу институтов развития. Институты развития, так, поговорим про них. IT-парк. Это будет та возможность, на которой мы сможем применить все наши технологии, и коммерческие, и государственные, и муниципальные, можно сказать даже. В общем, там будет у нас большая песочница, где мы все это дело будем показывать и доказывать. Спасибо большое за то, что ответили на наши вопросы, пришли в нашу студию. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.